Минутларыгызны сез искә төшереп, сагынып сөйләрсез әле олыгайган көннәрегездә. Чөнки монда һөнәрдәшләр генә түгел, замандашлар, якташлар аралаша. Шуңа күрә бигрәк тә күп төрле вазифалары безнең клубыбызның күп төрле. Бәгырькәйләр, бик күп махсус терминнар бар. Шуңа күрә мин хәзер куркыттылар сезне лекция укый дип. Юк, лекция укымыйм, сезгә бик кирәкле киңәшләр бирәм, Алла бирсә. Аннарысын да миңа мөрәҗәгать итеп, һәрберсе үз сорауларын шулай ук миңа сораулары белән миңа мөрәҗәгать итәләр. Махсус терминнар күп булгач, мин хәзер балакайлар бераз русча сөйләрмен, но үзара алай да татарча сөйләшергә тырышабыз. Друзья мои, я вот хочу вам сейчас именно 3-й, 4-й, 5-й курс, да, подсказать вовремя, потому что люди, да, еще, где вы работаете, меня спрашивали. Я профессор медико-биологического университета, инноваций и непрерывного образования, знаменитого Федерального медико-биологического агентства, Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна. Это бывшее 3-е главное управление Минздрава СССР. Это космическая медицина. В свое время она потом отпочковалась. Это олимпийские резервы, спортсмены. Сейчас вот они у нас тоже под нашим наблюдением. И, друзья, кафедрой заведует ни много ни мало сам министр. Руководитель Федерального медико-биологического агентства. В силу его огромной занятости я работаю за того парня. То есть фактически я веду эту кафедру. Кроме того, 25 лет я уже профессор-совместитель другого головного института, Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, головной институт РМАМПО, который в советские годы назывался Центральный институт усовершенствования врачей, так, чуть ли там не имени Ленина, там и так далее, и так далее. Вот, друзья, значит, что я по жизни помогаю? Сегодня очень хорошо как раз все студенты подобрались, но когда тут врачи собираются, они с благодарностью принимают такую информацию, что я помогаю получать сертификаты по всей номенклатуре врачебных и сестринских специальностей, так сказать, безболезненно, без особых хлопот. Я помогаю, консультирую, веду, аттестоваться на категорию молодым врачам. Значит, консультирую, пожалуйста. А вот сегодня то, что обозвали лекции, это всего лишь новые документы по поводу прохождения в ординатуру. Друзья, с этого года ординатура будет 3 года. Интернатуру уже отменили несколько лет назад, хотя недавно, да? 3 года. Теперь, коллеги, настолько сейчас все прозрачно, хотя люди идут с моей поддержкой, но все-таки я вмешиваюсь там, где при одинаковом количестве баллов, чтобы прошли мои кандидатуры, что там греха таить. Поэтому, друзья, очень важно набрать нужное количество баллов. А люди не знают, что им дает дополнительное количество баллов. Поэтому, пожалуйста, сейчас записывать у вас нет возможности. Друзья, значит, от 11 мая 2017 года 212 в айфоны можно забить. 212 был такой приказ, порядок приема на обучение по, значит, ординатуре. А вот в 2019 году буквально свежий документ, который позволяет дополнительно заработать вам следующие баллы. Ну, вряд ли кто является стипендиантом президента или правительства Российской Федерации, но это 20 баллов. Далее, если институт закончен с отличием, это 55 баллов. Друзья мои, да к нам идут сплошные отличники. Представляете? Вот, свежий документ, что вы возражаете? Индивидуально каждый университет, я просто в этом году ординатуру не раз. Индивидуально каждый свое, значит, устанавливает, вы хотите сказать? Друзья, никто не имеет права нарушать приказ Министерства здравоохранения. Другой вопрос, они могут какие-то свои послабления, то есть усилить, наоборот, требования. Даже иерархия всех юридических документов
локальные документы каждого отдельно взятого учреждения не должны умалять то, что прописано в федеральных документах. Друзья, вот такое правило. Так, дальше что? Попробуй кому-нибудь 55 баллов не начисли за диплом с отличием. Вот документ. Дальше, друзья, наличие не менее одной статьи, но почему-то здесь говорится, статья должна быть в системе Scopus и Web Science. Это очень высокий уровень. Почему просто баковские статьи здесь не указаны? Обращаю ваше внимание, вы должны быть или единственным автором, или должны быть первым автором, друзья мои. Кто-то приходит, там целый иконостас авторов, где-то в хвосте этот студент и бьет себя в грудь, у меня есть публикации. Вот что говорится в этом документе, друзья. Дальше. Общий стаж. Так, значит, после 3-го курса студенты, не имеющие среднего медицинского образования, имеют право пройти аттестацию. Друзья, это не так уж страшно. Вот эти все вопросы изучить, найти вот эти центры аттестации фактически, потому что вот этот стаж от 1 года на должностях медицинских, фармацевтических работников со средним профессиональным образованием – это 15 баллов. Обращаю внимание, не менее 0,5 ставки. Кто-то на четверть ставки работает и счастлив. Думает, стаж идет, понимаете? Тоже надо предупредить об этом. Далее, если от 2 и более должностей, от 2 и более лет работает на должностях с высшим, которые требуют высшего образования медицинского и фармацевтического, на 1 ставку по основной работе это 150 баллов. Что характерно, у меня была одна абитуриентка, которая до поступления в институт, значит, окончила медучилище и поработала медсестрой. Вы представляете, а здесь такая фраза: если это был стаж во время, после зачисления в высшее медицинское образовательное учреждение. Вот еще такая особенность. Дальше, друзья, если кто-то ездит в институт с Пушкина, с Наро-Фоминска, еще с других городов, и в своем городе совмещает медсестрой, да, опять подсказываю, вы пойдите в сельскую больницу рядышком с этим Наро-Фоминском, потому что если стаж в сельской больнице, это плюс дополнительно и еще 25 баллов, друзья. Вот об этом же нужно знать. Все равно работаешь, да? А ты зарабатывай еще вот эти баллы. Далее, друзья, во время студенческих лет многие участвуют во всевозможных волонтерских движениях. Это сейчас стало очень модно. И, друзья, не забывайте брать справки о том, что вы участвовали в таких-то волонтерских мероприятиях. И вот эти справки, они вам дают по 20 баллов. Получается, за каждое мероприятие, в котором участвовал. Посмотрите, кто об этом еще где расскажет, да? И далее, какие-то индивидуальные достижения, установленные правилами приема на обучение по программам ординатуры в конкретную организацию. Так, у кого был комментарий? Вот он ваш пункт. Иные индивидуальные достижения, установленные правилами приема на обучение по программам ординатуры в конкретную организацию, не более 5 баллов. Пожалуйста, здесь уже предоставляется право на отсебятину непосредственно этим институтом. Вот, друзья, об этом подумайте. И очень вот мне импонирует, уже люди подходят, советуются, какую профессию выбрать и так далее, и так далее. Об этом пора задумываться и пора предпринимать меры для того, чтобы потом не метаться, понимаете, вот в этих конкурсах, чтобы пройти. И еще, коллеги, вам такая информация, раз уж мы клуб земляков, раз уж мы, слава богу, татарская, не то что диаспора, тут коренные жители Москвы, это татары, понимаете, у нас 2-я численность в России, так что еще до Московской Руси уже было древнее булгарское государство, между прочим. Так вот, к вашему сведению, где-то 2 недели назад я выступала с докладом Московской соборной мечети, потому что состоялась конференция как раз по исламской тематике в медицине. И вы знаете, выступавшие были доктора наук, профессора.
И мой доклад назывался «Акмеологические подходы и мусульманские и исламские ценности во врачевании». Во врачевании. Вообще вся современная медицина пошла с Авиценны. Она пошла с арабской медицины. И представляете, Авиценна, значит, он еще многие свои рекомендации излагал стихами. Значит, как интересно человек устроен. Коль нет чего, то и дороже нам. Зимой холодной грезим летним зноем, а летом мы грустим по холодам. Я вас заверяю, вы будете грустить о днях, проведенных в стенах нашего клуба. Здесь царит моральная поддержка, здесь царит теплая атмосфера, поэтому это, как говорил Антуан Сент-Экзюпери, самая большая роскошь – это роскошь человеческого общения. Спасибо. Меня зовут Лилия, я заканчиваю Первый Московский государственный Сеченовский университет, учусь, работаю, и все. Потом где-то полгода назад мы уже официально организовали в нашем университете татарское землячество. Мы назвали его Акшекляр. Мне кажется, это очень хорошее название, олицетворяющее как раз-таки медицинскую профессию, в общем-то. Я знаю, что есть премия в Казани, проходит ежегодно, которая называется тоже Акшекляр. Роман Абдрахман Абсалям, да? Да. Белые цветы. Белые цветы. Вот, и на сегодняшний день в нашем землячестве уже примерно, нет, даже точно скажу цифру, 74 человека, вот, представители. То есть мы медленно, но достаточно неплохо так развиваемся, мне кажется, это хорошо, потому что до этого не было землячества в нашем университете. Вот, хотя в третьем, кажется, они есть, если не ошибаюсь. Во втором точно есть, а в третьем? Да, в третьем пока еще не. Оно было, но сейчас как-то. Надо нам его как бы пошить. Вот, в общем-то, все. Добрый вечер, меня зовут Амина Мухаммедшина. Я нейропсихолог, изучаю мозговой субстрат мозга, все, что с ним связано, все ЧМТ, все доли нашего мозга. Также я являюсь спортивным психологом, поэтому работаю с хоккеистами. МГУ, психолог. МГУ, клиническая кафедра пато- и нейропсихологии, которая называется нарушением мышления, от психиатрии заканчиваю психологией, так сказать. Также сотрудничаю с нашим Министерством внутренних дел. В большей основном части, то есть сейчас у меня спортивная деятельность, потому что клуб, с которым я сотрудничаю, мои пациенты хоккеисты, так сказать, спортивное сопровождение. Хайрлы Кишлер, Мин Булат, являюсь ординатором первого курса РУДН, стоматолог. Вот в Москву перебрался только в этом году. Очень рад, что посетил это место, и пока очень все нравится. Кардашляр, я Рашид, врач по общей гигиене и эпидемиологии. В Москве 2 месяца, если быть совсем точным. Работаю в военной сфере. Рахман. Менің есімім Рамиль. Мен Қазан Дәулет медицина университетін бітірдім. Қазіргі уақытта Роман Поның ординатурасында өтем по специальности неврология. Всем привет, меня зовут Алия, я учусь на первом курсе на стомате в Первом Сеченом. Вот. Сама из Челнова. Здравствуйте, меня зовут Эльмира. Я заканчивала второй медицинский. Работала по ординатуре, я врач-гинеколог, акушер-гинеколог. Сейчас работаю врачом ультразвуковой диагностики в военном госпитале. Добрый вечер, меня зовут Алина, я студент 4-го курса педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова. Здесь второй раз. Очень радует дружелюбная атмосфера и все это гостеприимно. Кеш, менің есімім Элина, мен Пироговсіндегі РНИМУ университетте оқимын. Я являюсь заместителем председателя землячества нашего университета, так что, когда у нас будут мероприятия, жду вас на них. В принципе, студентка 4-го курса учебного факультета. Меня зовут Лиля, я тоже студентка 3-го курса Первого университета Сеченова. Параллельно учусь на переводчика в сфере профессиональной коммуникации. Я тоже здесь первый раз, и мне очень нравится. Добрый вечер, меня зовут Шамиль Агеев, я студент, к сожалению, педагогического вуза, как я понял. Недавно узнал о том, что проходят такие собрания, здесь стало интересно, и вот первый раз пришел. Я Муса, закончил Сеченого, сейчас во втором учусь на общей хирургии.
ординатор первого года. Кеш достар, исемем Булат, үзем Шалладан булам. Һәм беренче курска Пирогов исемендәге Ниму университетка кердем. Һәм мондай җыелышуда беренче тапкыр сезне күрергә бик шат. Здравствуйте, меня зовут Зиля. Я студентка первого курса РНИМУ имени Пирогова, учусь в педиатрическом факультете. Вот. Тоже на вашем собрании в первый раз и очень этому рада. Я Юрик из Башкирии, я юрист. Пришел, потому что испытываю уважение к медицине. И стал татар. Исмем Зарипов Нур. По первому образованию я медицинский брат. Второе образование у меня учусь в институте спорта, инструктор методист. А сейчас работаю я в научно-практическом центре детской психоневрологии. Занимаемся реабилитацией детей под руководством Батышевой Татьяны Михайловны. Вы знаете, она тоже депутат Мосгордумы. Меня зовут Зайдулин Денис Зайкатович. Я врач, сердечно-сосудистый хирург, медицинский холдинг СМ Клиника. Национальная самоидентификация нации, оказывается, исследования показали, определяется сохранением культуры, музыкальной культуры, национальной одежды и вот и оказывается национальное блюдо. Представляете? Вот. Особенно сильно влияние именно вот культуры, музыки. Даже вот мой сын, который почти не говорит по-татарски, и то кунгеллеренешкере татарскую музыку, когда слышит. Вот в детстве все это звучало по радио. Вот, и это не мешает ему оставаться преданным нашим традициям. И представляете, вот этот современный, так сказать, москвич, когда рождалась его дочь, он скачал с сайта мечети молитву, которую надо прочитать в ухо ребенку, отец должен прочитать, в момент рождения ребенка. И в этом современном роддоме Лапина, где роды миллион стоят, и он, значит, вытаскивает айфон, парень, который по-татарски не говорит, и с айфона на ухо дочери читает эту молитву. Вот, друзья, раз уж жизнь нас поставила в такие условия, что трудно нам говорить на родном языке, это не значит, что мы перестаем быть татарами. Вот. Байгашта икенчигнук говорят, а байкаши ниндикаши кемнің буш вакыты бар. Білесізме? Так что когда-нибудь мы вернемся. Кстати, то же самое происходит с евреями. И профессор Гайнулина, эмигрировавшая в Америку, она как раз говорила, вы знаете, ведь многие современные евреи тоже не владеют ивритом, идишем, не владеют. Это не значит, что они перестали быть евреями. А вот сейчас у них тоже возвращение к истокам. И вот ко мне, между прочим, я 10 лет заведовала, молодые годы, 10 лет заведовала кафедрой в Еврейской академии. Государственная классическая академия имени Маймонида в Москве такая есть. Все студенты евреи, все преподаватели евреи, одна Дания Исуфовна татарка. Так, да. Но все, так сказать, с ней очень считались. Вот так. Как? В голове. Ой, друзья, вот я хочу сказать, откуда у меня эта информация. Ко мне обратились, помогите найти преподавателя иврит. А там факультет языка иврит. Оказывается, больно-то и нет таких институтов, которые преподают этот иврит. Так что мы вернемся, друзья, к литературному татарскому языку. Эдаби татар терена. Кирилл Файташакбис. Аллах.